Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Ну вот, наконец-то закончился этот перерыв в чемпионате, и мы рады сообщить о том, что сезон продолжается. И мы хотели бы вам представить небольшой обзор о том, как команды вышли из этого кризиса и насколько они готовы к продолжению чемпионата. Смотрите наш обзор. Мы укомплектованы на 100%, потому что у нас всего лишь один легионер, а так у нас все ребята городские абсолютно, поэтому особых проблем с комплектацией на данный момент мы не испытываем. Неделю мы отработали в режиме таком активации, что ли, для того, чтобы немножко возобновились связи. Так, на карантине мы индивидуально работали на удаленке, где-то там и видеоконференции использовали. Но, к сожалению, футбол — это не тот вид спорта, где можно что-то там создать на удаленке, да. На данный момент в футбольном клубе «Алга» никаких проблем финансовых нет. Руководство команды исполняет все данные по контракту требования и обязательства перед командой и всем. В общем, у нас проблем нет. Ну, задачи у нас остаются прежние, цели нужно ставить самые высокие, может быть, даже если они недостижимы, если ты понимаешь, что зачем тогда работать и что-то создавать. Ребята молодые, есть и несколько уже ветеранов поиграв. Ветераны 30 лет, сейчас самый расцвет, об этом говорить рано. Поэтому мы надеемся, что мы сможем удивить в этом году и наших болельщиков. И хотелось бы, конечно, попасть нам на международную арену в АФК. С Божьей помощью, я думаю, мы приложим все усилия, чтобы сделать. На данный момент все, можно сказать, хорошо, все отлично, мы готовимся к продолжению чемпионата, очень надеемся, что он состоится, и мы порадуем и болельщиков, еще и весь народ наш. Если удар, отскок, бежим, подбираем обратно на фишку, обратно даем. Какие у нас здесь из вратарей в команде? Павел Матяш, все знают его, это игрок национальной сборной, это, можно сказать, с большой буквы в нашем футболе, по вратарским меркам, страж Руслан Амиров. Эти два вратаря очень опытные, и на них команда возлагает большие надежды, в том числе и я. Что сказать по подготовке физически? Главное, морально они все готовы к чемпионату. Это сказывается их опыт, долголетний опыт, они к нему грамотно все подходят, поэтому мне намного легче с ними. По подготовке довольны физическим состоянием ребят, моральным. Будем готовиться и, как говорится, к чемпионату. А вот пониже, хорошо, а сюда хочу, а вот здесь, а на эту, а вот сюда, а сюда, да, на меня не верь. Хорошо. Команда сейчас после такого длительного отдыха начинает набирать. То есть неделю мы проработали, еще, конечно, нужно время, чтобы адаптироваться. Мы работаем над всем. Конечно, физические данные подтягиваем, но ребята во время карантина делали специальную работу, то есть физически мы не так отстали. Больше, конечно, технически и тактически. Сейчас мы начинаем больше командные взаимодействия, групповых взаимодействий, то есть игра с мячом, больше этого уделяем внимание. Мы 2 месяца отдыхали, у нас сейчас только положительный настрой, мы рады все встретиться, естественно, все здоровы, все прошли медобследование, все готовы работать и доказывать всем все дальше. То есть мы, наоборот, сейчас только все заряжены. У нас один легионер с России, Шереметов, он пока еще в России, он работает индивидуально, но ждем его, как только откроется авиасообщение. Александр Сергеевич с нами на связи постоянно, и
То есть весь план работы, все это он руководит этим. Сейчас даже есть вопрос проработки там видео, чтобы это он был как онлайн, где-то какие-то тактические, теоретические занятия он будет проводить. То есть, он все на связи. Я думаю, мы без него не начнем. Надеюсь, что он успеет приехать. А так мы работаем под его руководством. Мы готовы, все выполняем весь график. У нас один парень только травмирован, он давно травмирован уже с начала года. А так все за этот промежуток времени все восстановились. И Мурзаев у нас сделал операцию, то есть на мениске, и он сейчас восстанавливается. То есть нужно время, чтобы он восстановился. А так все готовы, все здоровы. У нас задача всегда быть только первыми, что во внутреннем чемпионате, что на Кубке, что в АФК. Естественно, мы только здесь пришли только побеждать. И Дордой это всегда ставит задачи только максимально, и других не бывает. Хорош, тут за Миланом уже на коленях, Мелгин. Мы долго ждали начала возобновления чемпионата, возобновления тренировочной работы. И в паузе, которая была большая, мы занимались футболистами в теоретическом плане, в плане физических, индивидуальных тренировок. Когда мы вышли сейчас из этого вынужденного перерыва, много ситуаций, которые первый раз возникают, с которыми не сталкивались мы раньше, потому что в этой ситуации никто не знает, как работать. Тем более молодежная команда, тем более ситуация в плане того, что им еще сложнее, чем опытным футболистам, выходить из таких моментов. Но сейчас мы уже неделю работаем, провели тестирование, провели медицинское обследование. Все футболисты в нормальном физическом состоянии, но есть моменты специфические, которые вылезли сейчас. И вот мы сейчас стараемся их исправлять. Это в плане тактической, в плане физической подготовки. Поэтому понимание есть. Теперь уже неделю мы отработали, как нам дальше двигаться, в каком плане нам двигаться и как строить тренировочную работу. Задача футбольного клуба «Эльбирс», политика была поменена, клуб поменял свою траекторию развития, и сейчас только мы, футболисты молодежи, они все играли в молодежных командах. У них переходной возраст сейчас, и ждать от них какого-то результата сейчас нет смысла. У нас каждый почти игрок подписан на длительное время, и когда они будут уже взрослеть, естественно, будет какая-то ротация клуба, состава. И да, этот сезон идет как переходной. Дальше уже мы будем видеть, если будет прогресс, если будет ситуация улучшаться, будут уже руководство может пригласить и более опытных футболистов, и на базе этих молодых игроков уже бороться за какие-то места, которые будут выше. Сейчас эта пауза пойдет, может быть, даже и нам на пользу пойдет, потому что мы неудачно стартовали, как неудачно, это есть там свои объективные причины к этому, но сейчас, думаю, нам уже проще будет, потому что более-менее все команды будут сейчас в равных условиях. И эта большая пауза выровняет команды. Естественно, будут иметь преимущество
команды, которые укомплектованы более классными футболистами. А так, средний уровень сейчас, в начале чемпионата, мы думаем, что все будут примерно на одном уровне. И кто больше будет, лучше будет готов к этому делу, к началу чемпионата, те и будут зарабатывать очки. Есть понимание, как сезонную подготовку проводить, как готовить молодежь, как готовить опытных футболистов. Но сейчас у всех идет эксперимент. Все тренеры в одинаковых ситуациях. Ну а футболисты, еще раз повторюсь, более квалифицированные, им более легче выходить из этих проблем. А футболистам молодежным, молодым, вернее, тяжело пока будет. Но ничего, тем футбол и интересен, что как-то все это будет выглядеть. Азыркы учурда биз ушу Кыргызстан чемпионатына жылдын башында даярданып, бир оюнубузду өткөзгөндөн соң өзүбүзгө белгилүү болмокчу ушу коронавируска байланыштуу бүтүн ушу Кыргызстандагы футбол тармагындагы машыгуулар токтоп калды да. И ошол бойдон арада ошол убакыт өтүп, кечээ күнү бизге биринчи күнү жарыя беришти. Ошол Кыргызстан чемпионатына катышкан мүмкүнчүлүк берди. Бул бир гана высший лигага, анан биринчи лигага эле уруксат берилген да. Коронавирус пандемиясы боюнча 2 ай пауза болду. Бул оюнчуларга өтө көп. Анан бардык тренировка кылып атты, үй шартында. Ошо пандемияга байланыштуу. Азыр эми пока календарь оюндар чыга элек, бирок машыгуулар 8-июндан башталды. Мындан баштадык. Эми биз мына февралда чоң билесиздер, жаңы команда бул Каганат. Бизде задача өтө чоң, чемпиондукка ээ болушубуз керек. Мы занимались по 3-4 часа на поле и вперемешку с тренажерным залом. Все ребята старались режимить, никто не набрал вес, в принципе. Так, все поддерживали достаточно хорошую форму. Я думаю, тренер главный приедет. Весь этап подготовительный, к которому мы готовились к чемпионату, по сути, в связи с пандемией, с вынужденной остановкой чемпионата, не могло сказаться на нас положительно. Да, карантин мы здесь тоже в Канте прошли, тоже перекрывали блокпосты, тоже дома были 3 недели. Проводили онлайн-занятия, давались задания. После этого, как начала ослабевать эта ситуация, приступили те ребята, которые находились здесь. Это наши приезжие ребята, в основном группа. У нас есть, здесь была возможность готовиться в группах, соблюдая все санитарные какие-то нормы. То есть
Вот после этого, уже ближе к концу мая, уже когда стало возможно, уже в начало июня, мы собрались на 80% практически, стали собираться уже где-то, готовиться. И буквально на этой неделе к нам присоединились вот уже из Карабалты ребята, уже команда уже полностью приступила к полноценным тренировкам. Ну, надеюсь все-таки, что сезон возобновится. Вот, и разрешили готовиться, тренироваться уже хорошо. Ну, все ждем решения по возобновлению, по срокам, по формату, каков будет чемпионат, в каком формате, сколько кругов, когда эти сроки будут. Вот, ну а задача, если все-таки возобновиться, надеемся все-таки, самые высокие что. Ну что ж, дорогие телезрители, вот вы и посмотрели, насколько готовы наши команды к возобновлению чемпионата. Ну а за играми мы непременно будем наблюдать на Кыргызспорт ТВ. Смотрите и любите футбол.